После инаугурации политологи сломали немало копий. Когда начнется обновление Кабинета министров, каких ключевых решений стоит ждать от Владимира Путина? Об этом поговорим с Арсением Беленьким, политологом, экспертом Центра прикладных исследований и программ. Арсений, здравствуйте. На ваш взгляд, когда стоит ждать все-таки серьезных решений со стороны президента? Например, как уже сказали, обновление членов правительства или, может, новый пакет майских указов сразу после инаугурации или через продолжительное время? Сама кампания шла под следующими девизами, что Владимир Владимирович является гарантом некой стабильности, преемственности, да, экономической политики и одновременно тем гарантом, который мог бы воплотить изменения, да, может быть не кардинальные, но какие-то изменения, которые позволили бы улучшить жизнь граждан, улучшить экономическую ситуацию. Соответственно, можно предполагать о том, что будут очередные майские указы, которые будут направлены на некие изменения в экономической сфере, в плане справедливого распределения доходов. Одним из заявленных девизов избирательной кампании был борьба с бедностью, и можно ожидать каких-то решений, указов президента именно в этом направлении. И это должно случиться буквально в ближайшие дни. То есть сразу фактически в день инаугурации, может быть, основные какие-то постулаты будут озвучены, потом будет опубликован через какое-то ближайшее время текст этих майских указов очередных. И, естественно, будет некое изменение правительства. А продолжится ли губернаторская чистка? Ведь в прошлом году, например, сменились руководители крупных регионов Сибири: Красноярский край, Новосибирская область, Бурятия. Можно увидеть, что серьезная ставка сделана на обновление губернаторского корпуса. Абсолютно верно. Я думаю, что тут два однонаправленных фактора. Это и замена старого корпуса губернаторов, тех, в первую очередь, людей, которые потеряли уже какую-то мотивацию для себя, дальше двигаться, развиваться. Те люди, которые верой и правдой послужили стране, но сейчас уже не способны или недостаточно мотивированы, да, что-то менять. А в этом направлении, в плане второй встречный вектор – это новая кадровая политика, которой занимается Владимир Владимирович и заместитель руководителя администрации президента Сергей Владимирович Кириенко. Это вот обновление кадрового резерва. Буквально несколько дней назад закончился курс кадрового резерва губернаторов. Потенциальные молодые губернаторы встретились с Владимиром Владимировичем неделю назад. Среди них много министров, замминистров, руководителей госкорпораций. И предыдущая смена губернаторов, предыдущая волна, она была связана именно с назначением людей из этого кадрового резерва. Я думаю, что если изменения, они, скорее всего, будут в губернаторском корпусе, на замену выйдут вот эти новые, молодые, талантливые и жаждущие деятельности и самореализации люди. Соответственно, ждем изменений в губернаторском корпусе. Но это же не значит, что всех оставшихся губернаторов отправят в отставку и скажут спасибо за работу. Нет, конечно, и текущая администрация, Владимир Владимирович постоянно говорят о том, что должна быть преемственность, нет сейчас никакой полностью перезагрузки, да, губернаторского корпуса. Есть некий запрос на изменения, да, на какое-то обновление, но это не значит, что будут менять всех. Вот. Об этом речи точно не идет. Да. Идут отдельные консультации, идут разговоры, в том числе консультации с самими губернаторами, готовы ли они продолжать оставаться на своем посту или не готовы. Но это не тотальная замена губернаторского корпуса. У нас есть некая преемственность политики и региональной, и федеральной. Я уверен, многие губернаторы свои посты точно сохранят. Ну, на ваш взгляд, какие вызовы, внешние и внутренние, сейчас стоят перед президентом? Я эксперт больше по внутренней экономической, политической ситуации. Про внешнюю рассуждать не стал бы. Есть много экспертов, которые лучше меня про это выскажутся. Если говорить про внутренние вызовы, то один из главных вызовов – это обновление инфраструктуры.
ожидаем, то, что Владимир Владимирович плотно, он уже несколько ряд указов на это направление издал по обновлению инфраструктуры. Второй вызов – это дифференциация доходов. Она существенно выросла за последние десятилетия, и у населения есть запрос на более справедливое распределение тех денег, которые есть в экономике. Наверное, вот борьба с бедностью и со справедливостью распределения денег – это еще один вызов, с которым нужно будет справиться. Оба вызова очень непростые. Первый требует больших ресурсов, больших вложений, большой работы, а второй требует серьезной политической работы с элитами, с населением, и тоже очень непростой. Я думаю, вот это основные, наверное, вызовы, которые в ближайшее время будут решаться, которые стоят перед страной и президентом. Арсений, спасибо. На связи с Якутия-24 был Арсений Беленький, политолог, эксперт Центра прикладных исследований и программ.